Скрыть свои эмоции у них едва получается. Уже второй день чеченская молодежь из Иордании любуется красотами своей исторической родины. Многие из них здесь впервые, а некоторые были в республике, но вот до Кизиноя не доезжали. С этого места открывается живописный вид на величественные горы и причудливой формы утесы, среди которых раскинулось лазурное озеро Кизиной-Ам. Ребята еще из машин не вышли, сразу хватаются за камеры и телефоны. Таких пейзажей, признаются, еще не видели. Все как с картинки. Здесь гостей встретил министр по делам молодежи. Всю оставшуюся экскурсию провел с ними, рассказывая разные истории, легенды и факты об этих местах. А любование местами сопровождаются балалайкой и песнопениями, и все они только на родном чеченском языке. Недалеко от озера Кизиной-Ам в горном ущелье находятся останки старинного поселения Хой. Его название переводится как «место обитания стражников». Об этом гости из Иордании узнали из рассказа старца. Сейчас от поселения остались одни лишь руины, но когда-то это было мощное процветающее городище, находящееся среди альпийских лугов и горных вершин. А самое удивительное, что дома, которые здесь возводились, из одного лишь камня, без использования раствора. Одних притягивает полуразрушенный город со своими многочисленными тайнами, других – живописные ущелья с множеством неприступных вершин. Некоторые из гостей из рассказов старцев узнали и о том, что здесь в Хое жили представители их тейпов. Молодые люди замечают буквально все и стараются не упускать ни единой детали. Экскурсии, но молитва в свое время. Одну из них они совершили в новой и величественной мечети, гордость мусульман в Шали. Активный отдых сменяется культурно-познавательной программой. В музее Шира-Юрт гости своими глазами увидели, чем и как жили их предки в Средневековье. Это точная копия традиционного чеченского аула, в котором селились предки вайнахов на протяжении многих веков. Еще одна не менее популярная точка среди туристов – Аргунская мечеть «Сердце матери». Она построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Несмотря на насыщенность этого дня, республике еще есть чем удивить гостей. И за один день посмотреть все красоты просто невозможно. А больше всего ребят покорило гостеприимство. Такого приема точно не ожидали. Говорят, что еще вернутся, а некоторые задумываются и вовсе остаться на родине. И с любовью называют Чечню Даймохка. Амина Дакаева, Магомед Закаров и Айнди Алдамов. Новости.